Здравствуйте, меня зовут Петрова Намына, я ученица 8 класса. Тема моего доклада – перевод этнографических реалий на русский и французский языки на материале Олонка Петра Готовой Алес Боту. Одной из задач якутского русского переводоведения является анализ способов перевода реалий, показывающих особый быт, нрав, культуру народа Саха. Недостаточно изученность явлений, лежащих в основе коммуникативных неудач, и частая повторяемость этих неудач в практике художественного перевода обусловит актуальность данной работы. Объектом исследования являются этнографические реалии Волонка Петра Васильевича Агатова, Алес Ботер и их переводы на русский и французский языки. Предметом исследования является способ перевода этнографических реалий в художественном произведении. Цель исследования – сопоставить тексты переводов с оригиналом и определить способы переводов этнографических реалий на русский и французский языки. Задачи – ознакомление с историческими материалами о художественном переводе, явление реалий из Олонка Алес Ботер, определение способа переводов реалий с якутского на русский и французский языки. Практическая значимость. Работа заключается в том, что материал можно использовать на практических занятиях по переводу с якутского языка на русский и французский языки. Метод работы сравнительно сопоставительный. В нашей работе мы опираемся на труды Блахова, Флорина и Бархударова. Олонка Алес Ботер был переведен на русский язык в 2002 году Марией Алексеевой, а в 2013 году был издан перевод на французский язык Валентины Иннокентьевны Шапошниковой. В Олонка Алес Ботер мы нашли слова реалий и сгруппировали по классификации Блахова и Флорина. Всего нашли 82 примера. В количественном плане преобладают группы реалий, культуры, единицы и измерения. Затем мы изучили способы перевода этнографических реалий. Мы работали по классификации Бархударова. В Олонка Алес Ботер на русский перевод мы нашли 48 транскрипций, 12 транслитераций, 19 описаний и 3 опущения. А на французский язык мы нашли 46 транскрипций, 13 транслитераций и 23 описания. Проанализировав материал, мы пришли к выводу, что, во-первых, рассмотренные реалии переданы переводчиками на русский и французский языки в основном способом транскрипции и пояснения, чтобы сохранить национальный колорит. Во-вторых, в синтаксисе и грамматике французского языка выявили такие особенности. Во французском языке только прямой порядок слов в предложениях, поэтому больше синтетических преобразований. При пояснении реалий меняется структура предложения. В результате этого добавлений в переводе становится больше.